Здравствуйте, в студии Кристина Якупова. Предлагаем вашему вниманию брифинг по эпидобстановке. Узнаем, сколько человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки и мерах против инфекции. Предлагаем послушать. Лена Николаевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о текущей эпидситуации в республике. Добрый день, уважаемые жители республики. За прошедшие сутки было выявлено 244 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. В том числе детей заболело 55. Из взрослых людей, из 189 взрослых людей непривитых, к сожалению, было 96,3%, то есть 182 человека. На сегодняшний день в стационарах республики получают лечение 1091 пациент. При этом состояние средней степени тяжести отмечается у 96 людей. В тяжелом состоянии 80 пациентов, и все они не привиты. В отделениях реанимации на сегодняшний день наши коллеги борются за жизнь 16 пациентов крайней тяжелой степени. Наиболее напряженная ситуация на территории республики по заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечается в Мирнинском районе. За сутки было выявлено 23 новых случая. В Алданском районе 22 новых случая. В Нерюнгринском районе 18 случаев. В Амгинском районе 12 случаев. Что касается прививочной кампании, прививочная кампания идет полным ходом. Первым компонентом было привито 498 367 человек, что составляет 69,5% взрослого населения. Хочется с удовлетворением отметить, что свыше 80% вакцинировано, то есть составляет иммунную прослойку в 7 районах республики. Это Абыйский район, Алаиховский район, Верхнеколымский район, Жиганский, Мумский, Нижнеколымский и Среднеколымский районы. К сожалению, меньше 60% взрослого населения провакцинировано в Горном районе, Намском и в Чурапчинских районах. Уважаемые жители республики, мы призываем вас беречь себя и свое здоровье. Спасибо. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. И вот его главные темы. В авиакомпании «Якутия» назначен генеральный директор. Проектный центр открыли в Вилюйском районе республики. Сотрудников скорой медицинской помощи чествовали сегодня в честь 90-летнего юбилея станции. Новым гендиректором авиакомпании «Якутия» назначен Андрей Винокуров, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по коммерции. Сегодня его представили коллективу. Напомним, пост руководителя авиакомпании с октября 2018 года занимал Владимир Горбунов, написавший заявление об увольнении в сентябре этого года, когда у авиакомпании были выявлены многочисленные нарушения. Андрей Винокуров тогда был назначен временно исполняющим обязанности гендиректора. В Якутске на развитие пригородов и сельского хозяйства выделят дополнительные средства. По реализации муниципальной программы развития агропояса городского округа город Якутск на 2020-2024 годы субвенции на поддержку сельскохозяйственного производства на следующий год будут увеличены на 84%. Значительное увеличение связано с планированием объема сдачи молока на 2700 тонн. С учетом указанных изменений объем бюджетных ассигнований на реализацию программы на следующий год составит более 238 тысяч рублей, что связано также с изменениями по расходам в подпрограммах. По ведомственной целевой программе обеспечения исполнения деятельности пригородных территорий города Якутска на 2020-2024 годы учтены изменения посредством местного бюджета. Увеличены расходы на содержание дворников и рабочих. Также увеличены расходы на вывоз снега в селе Табага. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Татинском Улусе строится дорога от Баягинского наслега до Республиканской дороги. Ранее данный участок размывали продолжительные дожди. Приходилось часто проводить аварийно-восстановительные работы. Строительство 40 километров дорог разделили на 3 этапа. В этом году завершился первый этап протяженностью 7 километров. Баягинский наслег находится от райцентра в 80 километрах. Дорога это муниципальная, до Баяги. Протяженность участок 7 километров уже построили.
Подрядная организация «Татавтодор» – это местная организация, которая имеет мощности производственные людей и готова, в принципе, она и продолжить работу в дальнейшем. Осталось 29 километров построить дороги. Дисциплинарные взыскания ждут ответственных лиц 4 районов республики, которые не получили паспорт готовности к отопительному сезону. Это представители администрации и профильных комитетов Анабарского, Горного, Татинского и Оленёкского улусов. Об этом на профильном оперативном штабе заявил первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников. Также обсудили недопустимость возникновения аварийных отключений электроэнергии. Ресурсоснабжающие организации должны в полной мере обеспечивать жителей бесперебойным электричеством. Кроме этого, главам районов вице-премьер поручил усилить работу с гражданами в части предупреждения и разъяснения пользования резервными источниками тепла. Применять генераторы люди должны при условии соблюдения всех мер безопасности. Проектный центр открыли в Вилюйске на базе интеллектуально-творческого центра «Кискилл». В течение этого и следующего учебного года центр будет организовывать обучающие семинары и конкурсные программы по обучению разработке проектов, сопровождать и консультировать детей и молодежь для участия в конкурсах. Данный центр реализован при грантовой поддержке главы республики Айсена Николаева и главы муниципального района Сергея Винокурова. Мы с 2018 года внедряем проектные технологии в дополнительном образовании. Имеем положительный опыт участия на различных грантовых конкурсах. Являемся муниципальной инновационной площадкой по проектной деятельности. Проектный центр будет объединять цели и задачи 3 больших проектов учреждения. Первый проект – это проект муниципальной инновационной площадки, который получил грант главы Улуса для создания коворкинга. Второй проект – это мы вместе с районной детской общественной организацией «Белюй-Кискилен» стали победителями конкурса гранта главы республики на развитие гражданского общества. На эти средства приобрели оборудование для проведения дистанционных мероприятий. В Хангаласском улусе организованы выездные бригады для проведения углубленной диспансеризации лиц, переболевших COVID-19. Это необходимо для того, чтобы предотвратить развитие осложнений после перенесенной болезни. Так, бригада посетила детский сад Сардана в городе Покровске и провела осмотр переболевших сотрудников. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. С 6 по 30 декабря включительно впервые в районе проводится месячник углубленной диспансеризации жителей, перенесших коронавирус. В рамках месячника переболевших граждан обзванивают и приглашают пройти процедуру в ближайшем медучреждении. Также работает специальная выездная бригада, которая проводит осмотр прямо на рабочем месте. Углубленная диспансеризация проводится для своевременного выявления осложнений, таких осложнений, как тромбозы, одышка, кашель, боль в груди. Такие осложнения говорят о заболеваниях дыхательной системы и сердечно-сосудистой системы. Одной из первых организаций, где провели выездную диспансеризацию, стал детский сад Сардана в городе Покровске. Процедура заняла 2 дня. В первый день были взяты анализы крови, а также проведено анкетирование. Во второй день произведен осмотр и даны рекомендации по поддержанию здоровья на основе результатов анализов. Я переболела в начале августа. Протекал он у меня в легкой форме. В общем, ничего такого не было, только маленькая была температура. Пролежала дома 3 дня. Последствия какие были, у меня было сил не было. В нашем возрасте тем более, это очень важно, чтобы врач осмотрел, вовремя выписал лекарства, чтобы все это было пропито, потому что же мы же уже не молодые и за нашим здоровьем следят. Очень большое спасибо работникам поликлиники и нашей медсестре Марии Анатольевне. Если по итогам выездной диспансеризации у переболевшего сотрудника обнаружены отклонения, то его приглашают пройти углубленное обследование уже в стенах медучреждения. Подобную выездную диспансеризацию также прошли сотрудники Покровской средней школы номер 1. Далее бригада должна посетить районную администрацию, Покровский РЭС, Покровскую среднюю школу номер 2 и так далее. Предприятия и организации Улуса также могут подать заявки на проведение выездной диспансеризации. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.
Состоялось торжественное открытие дополнительного корпуса для содержания лабораторных животных. Виварий – важная часть каждой ветеринарной лаборатории. Все животные используются в амбулаторной диагностической работе, направленной на диагностику инфекционных, в том числе общих для человека и животных болезней, а также для проведения планово-профилактических исследований. Данный объект очень актуальный для Якутской республики в целом. С учетом того, что в текущем году были финансовые проблемы, служба ветеринарии достойно вышла из этой ситуации, и в части строительства они изыскали дополнительное финансирование и в короткие сроки создали лабораторию. Она актуальна тем, что сегодня очень много эпидемической ситуации в Российской Федерации оставляет желать лучшего. Мы на примере текущего года это посмотрели. И вот наши соседние буквально субъекты Российской Федерации страдают и с другими вот болезнями, в том числе африканской чумы свиней, ящера, ну и так далее, так далее. А в нашем случае она выглядит как укрепление материально-технической базы, значит, службы ветеринарии. И мы считаем, что данное обновление материальной базы, она только начало развития службы ветеринарии в будущем. И считаю, что мы в будущем его должны оснастить в полном объеме лабораторными оборудованиями, ну и, конечно же, увеличить финансирование вообще всей службы ветеринарии. Награды за добросовестный труд и отличную работу. В честь 90-летнего юбилея станции скорой помощи Якутии ее сотрудников чествовали сегодня. Фельдшеры, врачи, педиатры, реаниматологи, водители и руководящий состав получили государственные и республиканские знаки отличия и благодарности. Без малого столетия служба скорой помощи на передовой в борьбе за жизнь и здоровье людей. Последние 1,5 года выдались особенно тяжелыми. В сложной эпидситуации медики первые столкнулись с новой коронавирусной инфекцией и по сей день работают в напряженном ритме. Несмотря на это, ежегодно станция скорой обновляет материально-техническую базу, оборудование, машины, чтобы как можно быстрее и качественнее прийти на помощь гражданам. Медицинская помощь – это не… И вообще скорая медицинская помощь – это не просто доставка пациента. Да? Это сегодня непосредственно, прежде всего, оказание помощи в экстренных условиях, самую первую, которая необходима для того, чтобы дальше уже продолжить, сохранять жизнь человека. Поэтому я хочу поблагодарить всех за сохраненные жизни наших якутян. Поэтому сегодня вот юбилей организации, которая выдержала, я думаю, выдержит еще. Оставайтесь на телеканале Якутия-24, не переключайтесь.